При плане 527 миллионов 454 тысячи рублей фактические поступления в бюджет Гурлыпского района составили чуть более 563,5 миллиона рублей. Из них собственные доходы 340 миллионов, что по сравнению с 2024 годом больше почти на 166 миллионов рублей. Основные источники поступлений в бюджет за отчетный период явились подоходный налог и налог на прибыль. При этом удельный вес подоходного налога составил 58% от общей суммы собственных доходов, налог на прибыль 28%. С началом реконструкции и запуска международного аэропорта Сухум имени Владислава Григорьевича Арзенбаха существенно увеличились налоговые поступления. В 2025 году от лиц, осуществлявших хозяйственную деятельность на объектах, расположенных на территории аэропорта, налоговые поступления составили около 184 миллиона рублей, или 54% от общего объема собственных доходов. За 2025 год из 14 видов собственных доходов план выполнен по всем показателям. Глава района говорил о работе, проведенной в 2025 году по улучшению инфраструктуры и благоустройству. Ведется планомерная работа в части решения проблем водоснабжения, энергетики и ремонта дорог. Вопрос сбора средств за потребленную электроэнергию находится на постоянном контроле. Традиционно Гурлыпский район является сельскохозяйственным, обладая значительным потенциалом. Общий объем пахоты составил 960 га. Здесь выращиваются цитрусовые, фейхоа, хурма, фундук, виноград, зерновые культуры, кукуруза и другие. Однако основной отраслью является цитрусоводство. По сравнению на 2025 год цитрусовые культуры занимают площадь размером 1135 га. Сбор урожая за отчетный период составил около 15 тысяч тонн. Для сравнения, за весь послевоенный период самым урожайным был 2022 год. Сбор урожая в тот период составил 22 тысячи тонн. Следует отметить, что в довоенное время, а именно в 1989 году, сбор урожая составил 40 тысяч тонн. При этом цитрусовые в количестве 1 миллион 294 500 корней произрастали на площади размером 2135 гектаров. На территории района ведется строительство производственно-логистического комплекса по заготовке, хранению, переработке и реализации цитрусовых плодов. Сметная стоимость проекта составляет 801 миллион рублей, из которых 700 миллионов представлены за счет льготного кредитования. При запуске объекта планируется открытие более 130 рабочих мест. Таким образом, запуском предприятия будет решена одна из острых проблем, с которыми сталкиваются крестьяне – реализация урожая. За сезон на объекте смогут принять и переработать более 20 тысяч тонн цитрусовых. Саид Харазия говорил о развитии курортной сферы. Так в районе функционируют 93 объекта размещения гостиничного типа. Реконструкция международного аэропорта в Сири-Бабышира стала мощным стимулом как для развития туризма в районе, так и в экономике в целом. С момента возобновления авиасообщения аэропорт обслужил более 120 тысяч пассажиров, выполнено более 540 рейсов. За отчетный период сумма налогов, поступающих от его деятельности, составляла 183 миллиона рублей. По словам Харазия, реализация данного проекта также способствует росту интереса инвесторов к району. Увеличение туристического потока влечет за собой необходимость создания большого количества рабочих мест. Были созданы новые вакансии в сфере строительства, обслуживания, инфраструктуры, транспорта. Это также способствовало снижению уровня безработицы среди населения района. Более того, реализация проекта по строительству, восстановлению аэропорта, а также открытие воздушного сообщения способствует росту интереса инвесторов к нашему району. В администрацию активно обращаются физические и юридические лица с заявлениями о предоставлении земельных участков для строительства объектов размещения гостиничного типа, а также для выращивания сельскохозяйственных культур. Всего за 2025 год в отдел по землеустройству и землепользованию поступило 376 обращений. Земельной комиссией при администрации Гурлыпского района проведено 14 заседаний, на которых одобрено 257 обращений. В целях осуществления коммерческой деятельности лицам предоставлено порядка 96 гектаров земли, из которых 60 гектаров
во временное пользование и преимущественно для выращивания многолетних и однолетних сельскохозяйственных культур. На ликвидацию стихийных бедствий, произошедших в сентябре 2025 года, направлено 5 миллионов 198 тысяч рублей. В поселке Гудзера отремонтированы кровля 16 многоквартирных домов, в одном из которых кровля заменена полностью. Всего на проведение ремонтно-восстановительных работ, приобретение оборудования и инвентаря, а также работ по благоустройству территории района направлено 37 миллионов 290 тысяч рублей. С докладами выступили руководители районных подразделений МНС, органов внутренних дел, МЧС и отдела энергосбыта. В начале доклада хочу отметить высокий уровень администрирования и собираемости налоговых платежей в отчетном периоде. В процентном выражении выполнение плановых показателей составило 244%. Говоря об абсолютных цифрах, план перевыполнен на 252 миллиона 634,6 тысяч рублей. Общее количество приборов учета в Кулурибском районе на 2025 год составляет 3121 единица. Охват по району прибором учета составляет 33%. Работа в данном направлении продолжается. Всего за 2025 год начислено за потребленную электроэнергию 213 миллионов 716 тысяч 890 рублей. За аналогичный период было начислено 218 миллионов 561 тысяча 610 рублей. Оплачено 111 миллионов 654 тысячи 610 рублей. Процент оплаты в 2025 году составляет 52,2%. Подводя итоги заседания, премьер-министр Владимир Делба высоко оценил деятельность района. Безусловно, еще не все сделано, но очень много изменилось за последние 2 года. Вот я сравнивал перед тем, как сюда приехать, какие показатели были достигнуты за 2024 год, какие за 2025. Ну, динамика достаточно успешна и вселяет надежду, что социально-экономическое развитие района и впредь будет, естественно, расти, повышаться, на что мы очень сильно надеемся. 107% исполнения по собираемости дохода бюджета, это там свыше 160 миллионов рублей рост. Ну, я вам хочу сказать, это очень высокий показатель и очень хороший. А в докладе руководителя инспекции по налогам и сборам 225% исполнения, ну, это тоже достаточно весомый вклад инспекции в общую копилку для того, чтобы решать очень важные задачи, которые стоят перед районом. Мы в прошлом году с вами говорили, когда только начинался активно развиваться проект аэропорта, что вот опорный инвестор дает, или опорная точка, как аэропорт, даст очень хорошую основу для развития. И в 2024 год, и в 2025 году это продолжается. Это очень хорошо, что расширяется налоговая база, что просроченная задолженность, по ней активно работают вот, те, кто занимается администрированием. Это, еще раз повторюсь, это дает возможность для того, чтобы вместе вам принимать важные решения, прежде всего направленные на достижение главной цели – улучшение качества жизни жителей. Вот это очень важно. Саид Геннадьевич в своем докладе сообщил о том, что за последние годы индексируются размеры социальных выплат. Премьер-министр выразил уверенность, что руководство района и далее будет справляться с поставленными задачами и способствовать созданию благоприятных условий для своих жителей. Яна Шакая, Ахрамичба, Абхазское телевидение.